Всем привет! Решила чистку снять небольшую. Давно не снимала. Глинка Сандин от Ирины. Вот. Такие хорошие кусочки. Видно, что они вот тут зачищенные. Вот, но чистить все равно надо. Глина влажная. Ну, как по маслу идет. У нас там шумит за окном. Снег наконец решили почистить нам. Я вообще не помню, что в этом году нам что-то чистили. В том году, может, один раз. Это вот так, немножечко. Для виду. Мне прям нравится влажные глины чистить. Песка у них нету. Могут попадаться только вот поверху корешочки. Зачищаю. Вот. Когда вот без желтых вкраплений глинка, я думаю, на маске спокойно можно использовать глину после чистки, потому что у нее нету песка и не будет эффекта скраба на лице, что все чистенько. Ножик идет как по маслу. Вообще замечательно. Пишите в комментариях потом, нравится ли вам вообще вот так вот смотреть чистку глины, мела, чистку, колку. Или лучше только хруст. Вот это вот после чистки остается
У меня знакомая забирает. Я отправляю. Потом еще девочка берет. Для растений или куда. Не знаю, бесплатно отдаю. Вот, потому что оно никуда не пригодится, а выкидывать жалко. Бывают вот такие вот, там вот темненькая точечка. Это либо уголек, прожилка идет, либо другая темная глина смешалась. Вот такие красивые кусочки получаются. Это со светом. Сейчас. О, так лучше, наверное. Многие постоянно пишут в комментариях, где заказать или как заказать. Я уже несколько раз писала. Я принимаю заказы ВКонтакте. Вот. Дарья Эдмонд. Страничка у меня там такая. Так и называется. Принимаю именно я заказ. Наличие много сортов глины, мела, изделия, новинки. Прям всем советую попробовать. Таких практически нигде нет. Может, один-два человека в стране, даже можно так сказать, кто заказывает эти изделия и продает с такими составами. Потому что изделие делает Ирина, у нее производство свое. Вот. И некоторых составов у нее даже нету в ассортименте в продаже. Я ее просила, и она для меня делала по желанию те составы, которые нужны были мне, с какими глинами. Вот. Вот такая красота получается. Вот это оранжевое, это крапление железа, прожилочки такие в глине. Я обычно, которые тверденькие, стараюсь срезать, а вот гладкая, мягкая, это оно так и должно быть. То же самое, как в глине лазурит. Вот эта глинка Сандин. Это голубая глина. Башкирская. Она такая не твердая, не мягкая. Легко откусывается, глухо хрустит.
вкус у нее насыщенный такой, пыли, нотки сырости. Такая вот эта сырость, прибитая после дождя, можно так сказать. Если кто понимает, о чем я. Вот. Нежная такая консистенция, которая обволакивает рот. Такие золотистые, красивые вообще. Вот даже трогаешь, вот они чистые. Есть вот глины, допустим, так же как и мел, которые идут мелкими кусочками. Уже от добытчика. Вот. Они обрабатываются только жесткой щеткой. Вот, и идут на просушку. Потом покрываются такой мукой глиняной, пудрой. Так же, как вот мелочек, допустим, водный, песчанка. Их потому что не чистят. Добываются с глубины. Эта глина тоже добывается с глубины, но раз кусочки большие, почему бы и не почистить. Какой узорчик. Вот есть глины, даже большими кусками присылают, но они рыхлые. Вот ты ее зачищаешь, ставишь сушить, она рассыпается и она внутри кудрявая. Естественно, то, что внутри глины, оно чистое, это не зачищается. Потому что она была внутри. Не соприкасалась с землей или еще с чем-либо. Попозже, наверное, сниму обзорчик на палочки, изделия батончики. Там, потому что составы вообще супер. Там есть и соленые, и обычные. Секундочку. Вот.
Давайте еще кусочек корешки. Так, это у нас кусочек кашемир ко мне сюда попался. Нечаянно положила. До чистки вот они похожи, но кашемир более твердый и пожирнее, он даже хрустит немного звонче. Вот. Вот такой вот кашемир. У меня все.